Здравствуйте! В эфире информационный выпуск «Вести. Чеченская Республика». В студии Лейла Муртазова. И в начале главные темы выпуска. Литературный мост дружбы. Мы часть одной большой семьи, связанной общими корнями и устремлениями в будущее. В селе Бедноюрт прошел республиканский фестиваль поэзии и культуры. Без обращений и ожиданий. 1 августа индексация пенсии, надбавка. Я очень рада, что не надо никуда ходить. Ежегодный перерасчет страховых пенсий прошел в автоматическом режиме. Готов к труду и обороне. На первый взгляд упражнения знакомы каждому, но выполнить их по нормативам комплекса ГТО – задача, которая требует хорошей физической подготовки. Муниципальные служащие Грозного приняли участие в сдаче спортивных нормативов. Развитие театрального искусства и одного из крупнейших культурных проектов страны обсудили в Кремле. Президент Российской Федерации Владимир Путин встретился с председателем Союза театральных деятелей России Владимиром Машковым. В ходе беседы особое внимание уделили Всероссийскому фестивалю национальных театров Федерации, который ежегодно принимает Грозный. В этом году он пройдет с 29 сентября по 6 октября. Нашим национальным театром. У нас есть один из флагманских проектов «Фестиваль Федерации», который проходит в городе Грозном. Он раньше проходил раз в 2 года, теперь ежегодно. Правительство Чеченской Республики нас поддерживает. И красивейший город. И впервые мы в национальные театры включили и русский театр. А в этом году, в год единства народов России, еще мы представим казачий театр. Вы знаете, я как бы по аббревиатуре, по буквам «Год единства народов России» смотрю, если первую букву сложить, получится гимн России. И это, наверное, и есть наше соединение. Гимн России, наше единство. Фестиваль проходит очень ярко, и коллективы, и проходят мастер-классы, работы с молодежью. И в этом году мы проведем его с 29 сентября по 6 октября. С нетерпением ждем этой встречи. Огромное вам спасибо. В Грозном готовится к проведению международной конференции, посвященной столетию установления дипломатических отношений между Российской Федерацией и Саудовской Аравией, а также 75-летие со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Вопросы подготовки обсудили на совещании под председательством руководителя администрации главы и правительства Чеченской Республики Галаса Таймасханова. Участники рассмотрели организационные и протокольные вопросы, программу пребывания иностранных делегаций, информационное сопровождение и готовность ответственных служб к программе форума, пленарное заседание, принятие итоговой резолюции, а также официальные и культурные мероприятия. Ожидается, что международная конференция соберет в Грозном более 100 участников, включая членов делегации и сопровождающих лиц. В деловой программе форума примут участие 42 представителя из 20 стран. В Грозном продолжается строительство нового района имени Владимира Путина и обещает стать одним из самых заметных проектов города, где будут современные пространства с жилыми кварталами, знаковые религиозные объекты и благоустроенные зоны отдыха. О том, как активно меняется облик района, в следующем сюжете. Новый район имени Владимира Путина станет одной из самых ярких точек Грозного. Проект формирует не просто жилую застройку, а пространство, где органично соединяются современный стиль, национальные традиции и комфортная среда для жизни. Одним из центральных элементов станет бульвар, соединяющий 2 мечети. Одна из них сможет принимать до 6000 человек. В составе будут 6 минаретов и самый большой купол среди стран СНГ. Она будет носить имя Селимхана Кадырова. В данный момент ведется купольная часть работы, благоустройство мечети, оформление внутренней части мечети мрамором. Иншалла, срок сдадим мечеть. Дейл цадува, дештак, дейл пурбанс. Аллаху зиш халмелду хазохич, дешту кердамова. Амел даста, кул хазабет, киелура амяцку. Кул езабект.
Пространства внутри много, условия будут самыми лучшими. Естественный солнечный свет станет поступать с любой точки. Все благодаря особенному оконному расположению. Строители отмечают, что для них огромная честь быть участниками создания религиозного объекта такого масштаба. Самое сложное у нас было это, естественно, монолит. Полностью монолитные работы закончены. Облицовка снаружи и изнутри практически тоже закончена. Сейчас идет шпаклевка, покраска, то есть вот эти мелочи. Бетон снаружи заливается, вот близлежащей территории. То есть практически уже, можно сказать, близко к завершению мы. В личном плане тоже берет гордость, в плане того, что мы вписываем, можно сказать, свое имя тоже в историю Чечни. В каком плане? Если кто был в Стамбуле, там есть мечеть Софии. Там диаметр купола 32 метра. Диаметр нашего купола 70 метров. То есть в этом плане Грозный впереди Стамбула. Хотел бы вот это тоже заметить. Гордость берет, что я участвую лично в строительстве такого грандиозной такой мечети. А еще здесь возводится пешеходный бульвар имени первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Проектом предусмотрены не только прогулочные аллеи, но и полноценные зоны отдыха с ландшафтным дизайном. Всего здесь будет 7 фонтанов. Длина сооружения составит более 200 метров, ширина пролетного строения 17 метров. Для комфортного и безопасного движения пешеходов. Мост ведет прямо к святыне, что будет очень удобно для всех посетителей. А начинается бульвар с мечети на другой стороне. Она рассчитана на 5000 верующих. Особенность объекта – 4 минарета высотой 63 метра, а высота святыни со шпилем – 40 метров. Проект разработан Институтом пространственного развития мэрии города Грозного. Открытие ожидается уже в этом году. Бульвар – это почти 1,5 километра. Он очень значимый объект. И здесь нужно было, скажем так, приложить максимум усилий, чтобы сохранить концепцию, скажем так, всего района, чтобы его писать гармонично. Это было непросто, но я думаю, что у нас получилось. Большие площади озеленения, разнообразные фонтаны, сценарный метод проектирования. То есть от одной мечети до другой человек не просто проходит эту дистанцию, для него каждый раз новый сценарий. То есть интересные фонтаны, как я уже сказал, арт-объекты, малые архитектурные формы. То есть ему интересно пройти от начала до конца, какое бы расстояние это ни было. Новый район возводится под чутким контролем главы Чеченской Республики. Его площадь составит около 300 гектаров. Турпа Лолита Айсумов, Шамсуди Джабраилов и Магомед Тутаков. Вести, Чеченская Республика. Региональный общественный фонд имени Героя России Ахмата Хаджи Кадырова помог малоимущей семье. 64-летняя жительница Грозненского района Аминат Ахмадова оказалась в трудном материальном положении. Семье был крайне необходим молочный скот, однако собственных средств на покупку коровы у женщин не было. Из-за безвыходной ситуации Аминат направила обращение к главе Чеченской Республики. Рамзан Кадыров незамедлительно отреагировал на просьбу о помощи. По его поручению представители фонда доставили женщине корову. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dedekal masari waitana Grozinska rayona berkat yurtado ishta yurtariya harhocho patchay abrashaynin ishta bajindi zarshayna taq ishti khabar patchay daqetna ishti Ahmad Haji Fondira ishtaqna yatbaitna taq dal sagbayla taq ishtmahknan aymani taq Ahmad Haji dal sagbayl patchay dal sagbayl dal berktel Allah dala imani islamah hanal berkti ahsa wa qila ishta wain duqa wa huwa patchay patchay dal rizkhil. Прошла ежегодная корректировка страховых выплат для работающих пенсионеров. Все необходимые изменения специалисты социального фонда провели автоматически, без заявлений и дополнительных обращений. Как изменились выплаты, в сюжете Медины Мударовой. Ежегодная корректировка страховых пенсий. Процедура плановая и касается всех жителей региона, которые официально трудились в 2025 году. Это получатели пенсии по старости, инвалидности, а также те, кто получает выплаты по случаю потери кормильца. Все необходимые изменения специалисты фонда провели в автоматическом режиме. Корректировка коснулась получателей страховых пенсий по старости и инвалидности, за которых работодатели в прошлом году уплачивали страховые взносы. Размер прибавки зависит от продолжительности работы и суммы страховых взносов,
поступивших за пенсионера. Чем выше заработная плата, тем больше увеличение пенсии. При этом максимальный размер прибавки ограничен стоимостью 3 пенсионных коэффициентов. Для Аймани Наурхановой работа – привычный ритм жизни. Ее трудовой стаж составляет 40 лет, и сегодня она продолжает активно трудиться. По словам пенсионерки, отсутствие необходимости ходить по инстанциям значительно экономит и время, и силы. Я работающая пенсионерка. С 1 августа индексация пенсии, надбавка. Я очень рада, что не надо никуда ходить, что автоматически начисляется. Поэтому большое спасибо. Этот ежегодный августовский перерасчет в Чеченской Республике затронул более 320 тысяч человек. Главный плюс такой корректировки – ее полная автоматизация. Более чем 320 тысячам работающих пенсионеров республики не пришлось собирать справки и стоять в очередях. Повышенную пенсию с учетом трудового стажа за прошлый год жители региона получают уже в этом августе. Медина Мударова, Алисхан Кацулов, Вести, Чеченская Республика. На Теречном районе прошел республиканский литературный фестиваль «Терек нас объединяет». Мероприятие собрало любителей поэзии и литературы, став площадкой для общения и сохранения культурных традиций. Далее Турпалалит Айсумов. Книга «Друг хороший нам». Литературный фестиваль республиканского масштаба носит название «Терек нас объединяет. Литературный мост дружбы». Представители художественного творчества, а также артисты фольклорного направления собрались, чтобы оживить память легендарных чеченских и других авторов, посвятивших строки реке, на берегу которой и проходит красочное мероприятие. Терек – это не просто река, это серебряная нить, которая на протяжении веков связывает народы, эпохи и судьбы. Она становится символом единения, напоминая о том, что, несмотря ни на что, мы часть одной большой семьи, связанной общими корнями и устремлениями в будущее. На встрече присутствуют сотрудники администрации Натеречного муниципального района. Бинаюрт принял у себя первый фестиваль в таком необычном формате. Он посвящен 75-летию со дня рождения первого президента Чеченской Республики, героя России Ахмата Хаджи Кадырова. Мероприятия дают в первую очередь знания разных наших традиций, стимул нашим детям подрастающего поколения. Наши дети, воспитанники участвуют во всевозможных различных мероприятиях, завоевывают разные места. Были также лауреатами региональных и межроссийских конкурсов. Участники фестиваля исполняли танцевальные номера, игры на национальных инструментах. Приглашенные артисты подкрепляли атмосферу трогательными песнями. Не обошлось и без главного элемента – чтения стихов, посвященных Тереку. А ведь множество авторов, бывавших на этой земле, красиво описывали природу нашего края. Это подчеркивает удивительную притягательность чеченских пейзажей. Терек объединяет книгами, культурой, искусством. И вот сегодня даже мы здесь с вами, выставка книжная, подготовлена как раз-таки из тех изданий, в которых воспевается Терек, в которых поэты писали о Тереке. И поэзия это настолько огромна, многочисленна. И если вообще посмотреть все, что было посвящено Тереку, такое складывается впечатление, что Терек никогда не бывает одинаковый. Он то бурный, то тихий, то спокойный. Наверное, таким, какова бывает и сама жизнь. Бурлящая, спокойная, с какими-то бывают трудности, сложности. Потом Терек впадает в свое русло. И поэтому очень интересно было здесь, уже на природе, уже у самого берега Терека. Молодые коллективы, выступившие здесь, рассказали нам, что фестивальная атмосфера особенно хорошо запоминается именно на природе. Река Терек очень красивая, очень большая. Мы очень любим читать и очень рады, что есть здесь книжная выставка. В год единства народов, объявленный президентом России Владимиром Путиным, фестиваль стал живым мостом, где литература и культура стирают границы и делают народы ближе друг к другу. Турпалалит Айсумов, Саид Эмин Мусаев и Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. Муниципальные служащие проверили свои силы, приняв участие в сдаче спортивных нормативов. Участникам пришлось проявить ловкость, силу и выносливость, выполняя разные упражнения, соответствующие их возрастным категориям. Обо всем по порядку в следующем сюжете.
Часть испытаний, сотни повторений, около 150 участников. На первый взгляд упражнения знакомы каждому, но выполнить их по нормативам комплекса ГТО – задача, которая требует хорошей физической подготовки и полной самоотдачи. Рабочие вопросы сегодня уступили место спортивным. Испытания проходят муниципальные служащие на базе Республиканского центра тестирования ГТО. Мероприятие приурочено ко Дню физкультурника. Фестивали в ФСК ГТО проходят среди различных групп населения. То есть у нас в регионе проходят ежегодно 3 фестиваля. Это среди школьников, среди студентов, среди трудящихся. Ну и, соответственно, ко Дню физкультурника тоже у нас отдельно всегда мероприятие. Каждому участнику предстоит выполнить ряд упражнений: отжимания, подтягивания, прыжок в длину с места и наклон на гимнастической скамье. Все нормативы соответствуют возрастным ступеням комплекса ГТО, а результаты фиксируют судьи. Вторая дисциплина. Прыжки в длину с места. 2 попытки. Засчитывается лучший результат. Комплекс ГТО уже давно стал важным инструментом популяризации здорового образа жизни. Он объединяет людей разных возрастов и профессий, мотивируя регулярно заниматься спортом и поддерживать хорошую физическую форму. Считается правильность выполнения. 1, 2, 3. Главная задача – выполнить упражнения правильно и показать максимально возможный результат. Для многих это возможность подтвердить уже имеющийся знак отличия, а для кого-то впервые испытать свои силы. У нас в составе делегации около 10 человек присутствует на данном мероприятии. Я уже успел сдать 3 норматива. Весьма интересный фестиваль. На мой взгляд, сейчас осталось мне сдать подтягивание на перекладине, которое считается, я думаю, одной из самых сложнейших. Я уверен в своих силах и думаю, что сдам норматив в соответствии с своим возрастом. По итогам испытаний в каждом упражнении определили по 3 лучших участника. Победителей и призеров наградили дипломами, а тем, кто успешно выполнил нормативы комплекса на установленный уровень, вручили знаки отличия ГТО. Мадина Кураева, Шамсудин Джабраилов, Магомед Ахматов. Вести, Чеченская Республика. К этому часу это все события. Еще больше новостей вы можете узнать на наших социальных платформах и в приложении «Смотрим». С вами была Лейла Муртазова. До новых встреч в эфире.